Дня смотрите в 21:05 на канале «Россия-1», а также на нашем сайте gtrk.tv. Здравствуйте! В эфире афиша культурных событий. Прямо сейчас расскажем о том, куда можно сходить 25 сентября. В читальном зале Центральной городской библиотеки Уфы работает персональная выставка мастера декоративно-прикладного творчества Ларисы Громовой «Глиняные сказки». В своих работах я стараюсь передать народный дух, особую красоту, нарядность, жизнерадостность, говорит Лариса Громова. В малом зале Баш-драмы смотрите спектакль «Муж на час». Так как жанр спектакля определен как лирическая комедия, то на пути к любви и к созданию семьи героев ожидают и неожиданные повороты, и множество курьезных и веселых ситуаций. Музей истории Уфы приглашает на персональную выставку заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Анатолия Фадеева. Анатолий Сергеевич больше известен широкой публике как художник-оформитель, главный художник Национального музея Республики Башкортостан. За время работы Анатолий Фадеев принимал участие в создании 80 музеев, а вот своими художественными выставками публику радует он не так часто. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго. Вы слушаете Радио России Башкортостан. О макрокосме искусства и микрокосме личности, о шедеврах, перевернувших мир, о больших и малых событиях, словом, обо всем, что наполняет нашу жизнь духовностью. Слушайте в программе «Арман». Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях актеры Башкирского государственного театра кукол. Продолжается наш марафон сегодняшнего дня. Это День театра кукол. Начался он в прямом эфире на телеканале «Россия-1» и продолжается до сих пор во всех радио и телеэфирах. Мы общаемся с актерами, режиссерами этого замечательного культурного учреждения. Не побоюсь этого слова. Итак, с огромным удовольствием представляю. Сегодня у нас в гостях Хайрат Акрамович Ахмедшин, народный артист Российской Федерации, актер и режиссер. Виталий Александрович Щербаков, заслуженный артист Республики Башкортостан, актер. Ну и без нее не пройдет ни один эфир. Это заведующая литературной частью Диана Гараева. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу эстафету, и для тех, кто еще не знает, театр кукол открыл свой театральный сезон, и погрузиться в мир сказок, в мир детства можно, потому что, во-первых, вот сейчас, наверное, первый вопрос все-таки Диане зададим, соблюдаются ли нормы, как все это проходит? Да, конечно, мы очень ответственно подошли к открытию сезона. У нас перед каждым спектаклем все наши помещения проходят обязательную санитарную обработку. Все абсолютно без исключения зрители, включая детей, также ходят в масках. И, соответственно, наши сотрудники тоже встречают зрителей в масках. И мы соблюдаем шахматную рассадку. В связи с этим наши залы наполнены только наполовину. Повлияло ли это как-то на стоимость билета? Нет, стоимость билета осталась прежней, 250 рублей. У нас пока что на сегодняшний момент одна из самых низких стоимостей, но теперь наше нововведение – это то, что мы теперь билеты продаются и на детей включительно до 3 лет. Угу. Вот теперь билет необходим будет на каждого зрителя. Ну, раз нормы соблюдаются на каждого зрителя, да, соответственно, и билет на каждого зрителя. Состоялись 2 премьеры. Это «Коза Дереза» и «Гуси-лебеди». Виталий Александрович, вы имеете непосредственное отношение к этим постановкам. Хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы подходили к работе, вообще как вписывались в этот весь режим уже не ковида? Ну, это еще... Первая работа, значит, это «Гуси-лебеди» поставила наша артистка Татьяна Кузьменко. Это вот было, только нам разрешили выйти, мы, значит, бросились как в омут, изголодались, просто это не то слово. Работали, не покладая рук, весело, нам было так легко, так приятно. Ну, что вот так вот было. Это просто, как выпустили нас откуда-то, ясно откуда, поэтому...
поставили с удовольствием. Вот такой получился легкий, открытый спектакль. Сейчас вот мы вот вчера сыграли премьерные первые. Сегодня вот уже были после эфира здесь. Поехали кто играть, кто дальше в эфир. Вот. «Коза Дереза» поставлена нашей народной артисткой Башкирии Ольгой Юрьевной Шарафутдиновой. Ну, это тоже так же, но она уже была следующая. Вернее, я после «Гуся и лебеди», значит, пошел «Живи» работать, а потом уже на «Козу» перешел. Так что у меня это уже была, после этой третья работа, было такое уже как-то немножко умиротворение. Вот, и тоже работа получилась. Это ее, Ольгин, какой же спектакль по счету. Ну, не буду считать, это плохая примета. В общем, хороший спектакль, такая легкая пьеса, так сказать, как вы говорили в прежние годы, поучительная. Но это, в принципе, это анекдот. «Коза Дереза», вот анекдот такой, значит, вот приживала такая баба, попалась, вот это, одного деда разорила, скажем так, грубо, и на другого перекинулась, того заставила соврать, что она хорошая, да, пригожая, ну и этот тоже все увидел и тоже прогнал. То есть начинается с одних и тех же слов, вот те «милое чисто поле, ступай на все четыре стороны», и заканчивается этими же словами. Только уже в другой семье, да, которые ее тоже поняли и семье. раскусили. Но мы все-таки решили, все-таки мы же детский спектакль-то играем. Надо как-то это детям доброту И прививать. воспитательную часть показать, раскрыть. И в конце концов, бабка и внучка, поскольку они все-таки женщины, говорят: дед, жалко нам козу, может, мы простим ее. Я вот деда играю, тоже это. Эх, да, давайте простим. Ну и прощаем. Все. Дети, простим козу, простим. Идем к нам жить. Эх ты, коза Дереза. Вот примерно так. Что-нибудь еще спрашиваете? Приятная, поучительная, добрая сказка. Айрат Акрамович, имея такой колоссальный опыт работы в качестве актера и режиссера, все-таки, наверное, для вас это тоже был непростой период. Насколько мне известно, вы были заняты в постановке «Живи», но потом волею всех случаев и истории получилась замена у вас в постановке. Но, тем не менее, работа начиналась, и вы оба успели поработать в этой постановке. Надеемся, что будет премьера. Сегодня мы разговаривали уже, у нас было интервью с режиссером этого спектакля, с Викторией Щербаковой, и она рассказывала об этой постановке. Каково это было для вас? Потому что тема-то достаточно сложная. Все-таки это постановка, которая должна была появиться к 9 мая, к 75-летию Великой Победы. И для детей, наверное, это большое режиссерское, актерское искусство, чтобы такую сложную тему внести в детскую постановку. Ой, конечно, конечно. Ну, во-первых, перед тем, как начать вообще, вот нам прочитала Виктория пьесу, вот, и потом мы стали рассказывать, и Виктория спросила, как война коснулась семьи каждого из вас. И каждый вот говорил, что мой дядя, там, мой прадедушка, там у меня тетя, там вот во время войны там-то были, воевали, кто-то погиб, кто-то раненый. Лично я им очень много рассказал, то, что касалось лично моей семьи, потому что мой отец офицер Красной Армии, кавалерист, вот, участник Финской Отечественной войны, ушел на фронт, они в Ленинграде жили, а мама осталась в блокадном Ленинграде. Двух моих старших сестер, которые родились до войны, одной было 5 лет в тот момент, другой 3 года, эвакуировались. Ну, дети военнослужащих тогда эвакуировались. Вот. А мама была беременная, поэтому она не могла с ними уехать, и она осталась. Жили они в доме для офицеров, там другие женщины оставались. Вот они, значит, ну, все, так сказать, тяготы и лишения вот этой самой блокадного голодного Ленинграда ощутили на себе. Тем более она в блокаду родила моего брата, 3-го по счету ребенка в нашей семье. И вот она с ним на руках была. Вот 2 года. А потом, когда дорога жизни открылась, ее отправили вот на родину к отцу. Потому что отец у меня из Башкирии, просто его направили служить в Ленинград до войны. Вот. И так и остались они в Ленинград, назад не вернулись в свою квартиру. Остались так в Башкирии, здесь в Уфе. Отец с фронта пришел, тут другие дети пошли, тут и я родился 6-й по счету. Вот так вот. Я к чему это рассказываю? Потому что это коснулось вот этого спектакля.
конечно, вот живи. Вот, потому что он же тоже на основе фактов, как дети голодали, как там это пленных немцев они впервые видели, какое у них отношение было к этим немцам. Вот. И причем такое ненавистное отношение к ним, хотя у каждого какая-то трагедия была связана с немцами, но они как-то их жалели, даже что-то там кто-то кушать им подбегал, давал или что-то такое, понимаете. Я к чему это вступление рассказал? Потому что каждого из нас коснулось хотя бы вот эта частичка какой-то вот в той или иной мере вот этой войны. Ну, работали, конечно, ну, как сказать, с удовольствием работали, но и очень ответственно, потому что что-то лишнее нельзя было, что-то такое, понимаете, актерское состояние, если тебя куда-то поведет там в сторону эмоций, тоже нельзя, потому что это исторические какие-то факты, там туда-сюда, ну, и сценарий такой, он на фактах, на исторических написанный. Но работали интересно, хорошо, но вот нас, к сожалению, прервал вот эта эпидемия, пандемия, вот это, а меня, как взрослого, 65 и выше, значит, отправили в карантин. Вот. А тут уже подключился, а спектакль-то выпускать надо и репетировать, потому что труд-то у нас коллективный. Вот. Ну и подключился вот Виталий, значит, вместо меня. А я, значит, 4 месяца был в карантине. Тосковал, скучал по работе, потому что я без работы не могу, привык. Вот, без кукол, без своих. Ну, вот так вот. Ну, спектакль очень меня тронул меня, потому что тема очень такая серьезная, которая касается моей семьи, моих родителей. Виталий, ваша супруга ставит эту постановку, поставила, вернее, уже, да? Мы все ждем все-таки премьеры. Каково работать это вот в таком семейном тандеме, в такой, может быть, уже и династии в ближайшем будущем? Посмотрим насчет династии. А работать, тяжело, как же. Это как я же все-таки глава семьи, как бы. Ну, шучу. Женщина, она в работе очень строгая. Тут двух мнений быть не может. Это ее не первый спектакль, и первый, в которых я работал, тоже для меня было тяжело в том плане, что мне было тяжело сдерживаться и потом отключаться, приходя домой. Смотреть так. А так все нормально. Она очень требовательная как режиссер. Это просто невероятно. Я не ожидал такого. Думал, она меня там по-родственному-то как-то это самое пригреет, так сказать. Нифига. У нее так не забалуешь на работе, да. Да, она как с родственниками тебя и требовала больше остальных. Вот именно. Ну вот, конечно, она меня также строго сказала: ты в этом спектакле участвовать будешь только вторым составом. Я говорю, ну вот так вот все не обсуждается. Я уже сказал, что раз она сказала, отрезала. Ну вот Айрат Акрамович работал, все, я ходил, локти кусал. А тут вдруг такая ситуация, и как-то сразу стало так как-то неловко, как-то неудобно, как будто подсидел, действительно. Хотя я тут ни при чем был. Ну и я решил, буду стараться. Старался, как мог. Ну, дай бог, самое главное, наверное, всем здоровья. Ждем премьеры. В этом году театр кукол набрал свой целевой курс. И всегда интересно... Для меня вы, правда, удивительные, уникальные люди. Все-таки это актеры не драматического, не музыкального театра, это синтез всего и драматического театра, и пластики, и музыки, и всего вместе. Вот у каждого из вас всегда хочется спросить, когда и почему вы каждый решили для себя, что вы придете именно в эту профессию. Ну, позвольте, я тогда, раз Айрат Акрамович разрешает. Ну, Айрат Акрамовича мы знаем, у него какая судьба, это он сам, значит, расскажет о себе. Ну, а у меня, значит, это довольно обыденно, значит, узнал, что набор, пришел, ну, вот, поступил, меня взяли, вот так с тех пор идет. Вот. В общем-то, случайно, потому что я занимался в драм-кружке при дворце Орджоникидзе. Руководителем у нас была Фаина Михайловна Прибылова, жена Владимира Васильевича Прибылова. Помните, был такой народный артист России, еще в русской драме работал. Вот его жена. Ну и вот это был народный театр, там, значит, я занимался довольно долго. Что-то я пришел, мне было лет 5-7, наверное, там занимался. Вот. А пришел-то школьником же? Да, школьником. Пришел тоже случайно. Сосед у меня был это.
активный такой мальчик, он всюду записывался. В бокс, в плавание, там, в астрономический кружок. Конечно, звезды будем смотреть. И меня за тобой таскал. Но вот однажды вот он меня также утащил в этот драм-кружок. Я там остался, а он дальше пошел испытывать, значит, жизнь. Вот. Ну, а я там вот как бы особо-то не мечтал, но ездил куда кое. Ну, обычный этот такой тур был по приволжским этим: Казань, Ярославль, это самое, Нижний Новгород там. В Нижний, правда, как-то тут странно, но я туда не попал ни разу. Вот что-то так получилось. Вот. В этих бывал, тоже никуда не поступил, а тут вдруг вот у меня, значит, был ученический отпуск, я на заводе работал у МПО. И осталось это 10 дней. Мне, значит, Леонард Леонидович Акманов, тогда был замдиректора театра, а у нас он был как однокурсник Фаины Михайловны Прибыловой, значит, она его приглашала иногда ставить спектакли к нам. Вот он сказал: Виталий, ты не хочешь попробовать? Я говорю: что такое? Да вот будет набор. Вот я даже ни из газет, ни по радио, вот так вот со слов Акманова. И пришел, поступил. Вот такая вот судьба обычная. И, как ни странно, вот в куклах вот задерживаются, попадают, вернее, очень вот таким вот случайным, очень случайно, часто случайно, но остаются. Те, кто... Целенаправленно идут? Да, это редко бывает, очень редко. Вот Виктория, кстати, она очень хотела быть кукольником, и она добилась своего. Так что это вот просто удивительно. А так, в основном, сколько вот я не спрашивал, все случайно. Один вот думал, перекантуюсь годик, поступлю, потом увлекся. Другой это самое, как-то вдруг нашел спутницу жизни или спутника, наоборот, тоже так думаю. Ну, немножко 2 сезона поработаем, и так и остались опять на всю жизнь. Вот так вот, вот он такой вот театр кукол, как-то не то что принижаем, что ли, да, это очень так обидно. Потому что все чуть что это самое, приходишь, встречаешься с людьми, с которыми учился у одних педагогов, а ты все там, и вот такая: вот там все. Ну да, там. Ну да. Виталий, вот он забыл сказать, куда он поступил. Он поступил в Уфимский государственный институт искусств. Да. Как раз первый курс, который впервые набрал... Первый набор был, да? Первый набор Владимир Михайлович Штейн. Как раз. Педагогом там был Павел Романович Мельниченко и, значит, наш завлет Медушевский. Как раз театр тогда только, значит, имел большой успех, это репертуар для взрослых. И вот они решили: давайте, везде же есть там училище, где кукольников обучают, а давайте в Уфе откроем. И вот открыли вот этот первый курс, на который Виталик и попал. И попала как раз Ольга Шарафуддинова, вот она закончила. Вот. Вот мы бы сейчас, это вот удивительно, время прошло, мы так уже старики театра. И вот я еще такой момент скажу. Параллельно же учились на драматических артистов. Вот. В русскую драму учились, значит, Епифанов, значит, это Коля, как его фамилия-то? Дудин. Коля Дудинов, Володя Латыпов, Макрушина. Это уже Поле. Они учились. Вот. И они все хотели не в русскую драму пойти, а в кукольный театр, потому что как раз «Белый пароход» был, «Божественная комедия», «Коня диктатуры». Они думали, учились на драму, но поскольку уже и популярный был наш театр своим репертуаром, и педагоги были, значит, Штейн, там, Медушевский, Павел Романович, который тоже их обучал драматически. Вот, и они говорят: мы, наверное, давайте возьмут нас в кукольный театр. Вот, мы хотим в кукольный пойти. Ну, не все, конечно, а вот некоторые, вот, которых я назвал, вот они даже хотели пойти в кукольный театр, но не в драму. Настолько, значит, пользовался популярностью наш театр в тот момент и вот эти педагоги, которые учили их мастерству. Да, был такой момент, это просто было удивительно. Театр гремел, многие хотели. А вот еще многие так хотят прийти в театр, а это же просто. И приходили так вот некоторые, я не буду уж называть этих людей. И смотришь так на глазах, буквально через несколько минут что-то грустнеет. А что так? Да я думал, как-то у вас все просто, взял куклу и все. Нет, милый, просто так не возьмешь, это процесс. Вот когда уже упоминаемый Владимир Георгиевич Медушевский, он был выпускник знаменитой, значит, этой Горьковского кукольного училища, его Владимир Михайлович Штейн попросил быть мастером по кукловождению. Ну, вот это вот такой вот
Есть такая поговорка: руки не тем концом вставлены. Вот он нам руки вставлял тем концом. Да, и первое время это напоминало хирургическое вмешательство без наркоза. Но потом так вот привыкали постепенно. Вот так вот выбивается это все. Все ведь думают, что кукла, ну что это? Нет. Это, во-первых, актерская природа везде одинакова. Нужно подготовить себя, настроить, так сказать. Ну, это словами уже я говорю. У кого-то час идет спектакль, 1,5-2, а то и 3. А у нас 40 минут идет. А актерская природа одинаковая. Вот за 40 минут попробуй ты сделать то, что за час там разворачиваются, пытаются, там это некогда да и не получается. А еще и кукла в руках, физическое усилие. Вот. И как распределить физическое усилие, чтобы у тебя голос был не зажат. И вот это все актерское все еще и выплеснулось, как положено, за 40 минут. Ну вот так вот я вот попал, значит, по случаю, увлекся так по уши, здесь же и, вот, и женился, как это и положено. Вот так вот. Если у вас это еще какие-то об этом вопросы, пожалуйста. Хватит. Сказал скромно Ренат Акрамович, да. Ренат Акрамович, а присутствовали ли в этом году на отборочных этапах, может быть, видели видеоматериалы? Нет, я не присутствовал, потому что я же был в карантине, вот, и у них это происходило онлайн, как бы, нет, я не присутствовал. Нет. Но в любом случае это еще все ждет. Нет, меня ждет впереди, это, поскольку, взаимодействие, работа. Конечно, мне уже сказали, что надо познакомиться, чтобы вы познакомились, чтобы меня познакомили с ними, чтобы я им что-то рассказывал, показывал, там, мастер-класс, туда-сюда. Вот такие дела, чтобы они потом знали, куда они попали и что с них будут требовать. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. И у вас не менее интересная история того, как вы пришли в профессию. А у меня история такова, как у молодых людей, большинства в то время. Вот, закончил 8 классов, надо же куда-то на работу устроиться, чтобы работать, потом поступить, значит, в вечернюю школу образования заканчивать, и там как судьба уж скажет. Ну, я по Ленина шел, смотрю, объявление висит, монтировщики сцены требуются, театру кукол. Тогда театр кукол располагался в подвале оперного театра. И это был 66-й год, 1966 год. От Рождества. Я пришел туда, монтировщикам сцены требуется. Они говорят, требуется, да, но нам нужно, чтобы вы показали песенку, спели, басню и прозу. Какие Да, я говорю, а почему? требования Я же говорю, не монтировщика? артистом хочу быть, а монтировщик. А у нас, говорит, монтировщики сцены принимают участие в спектаклях. Должны быть музыкальные. Вот. Иногда какие-то эпизодики будем давать туда-сюда. Ну, вот это я выучил и пришел. Пришел, рассказал им, спел им, и меня взяли рабочим сцены. Дали связку ключей, показали ящики, в которых находятся декорации тех спектаклей, которые относятся к этой бригаде, куда меня прикрепили. И меня посадили как раз, то есть, в ту бригаду, которая села за застольный период, то есть к новой пьесе, читка. Вот. И тут же мне дали вот маленькую эпизодическую роль. Вот там 3 слова всего было. Вот. Ну, это с куклой связано, с профессией. Вот. Ну и вот началась моя работа. Я же ящики таскал, декорацию на выездных спектаклях, разгружал, загружал, устанавливал, собирал, на гастролях ездил и играл вот этой эпизодики, где-то помогал, где-то чего-то. Вот. Но лето закончилось, надо же идти в школу, там же вечернюю или куда, но я и не пошел. Думаю, да ладно, буду тут работать, потом, может, вечернюю поступлю. Ну так и поступил я, но в школу вечернюю не ходил. Вот, потому что гастроль бесконечно, гастроль то на месяц, то на 1,5. Одним словом, я увлекся и остался на всю жизнь. Вот, я уже сейчас 55 лет почти работаю, но в то же время, значит, я заочно закончил наш институт искусств, получил, значит, высшее образование под руководством Габдуллы Гилязева. Затем Министерство культуры меня направило в Москву на высший режиссерский курс. Я 2 года учился, и, между прочим, как раз Штейн перешел, он ушел с нашего театра в Москву, он был художественным руководителем моей учебы, понимаете? И вот получилось так, что я сначала научился профессии, а потом подкрепил ее 2 институтами, вот теоретическими знаниями, потому что я работал, я не знаю, как я работал, я не мог объяснить, что я делаю, как я делаю. Но когда я в институт поступил, я уже был народный артист Башкирии. А когда на 4-й курс перешел, уже заслуженный РСФСР. Вот. И потом меня главным режиссером назначили, уже как бы есть высшее образование, незаконченное, я имею право уже. И педагогом стал одновременно. То есть я и был и студентом, и педагогом,
и, как говорится, еще членом Союза театральных деятелей, членом правления. Вот. Ну, вот такая моя судьба, понимаете? 55 лет скоро будет, как я работаю в театре. Вот. И пришел я туда в 16 лет. Вот видите, как судьба по-разному складывается. Он пришел поступить в институт, учился, а я всему научился без института у своих коллег, у старых работников. Я брал пример с них, как надо работать, как не надо, с кого брать пример, с кого надо брать пример, как не надо работать. Вот. Пытался подражать на первых порах, а потом все это понял, кухню технологий, и у меня уже свое пошло уже. И кукла – это инструмент, как у скрипача. Скрипач же играет на скрипке, понимаете? Одну и ту же музыку играют два разных скрипача, а музыка звучит по-разному. Так же и кукла, понимаете? Он наш инструмент. И мы через куклу передаем свое внутреннее состояние. Мы должны работать, передавая через куклу, отталкиваться от куклы, вот, и через куклу работать. Это не каждому дано понять. Ушами это вроде хорошо, ты услышал, но вот это надо понять, пропустив через себя. И поэтому не просто так. Приходили к нам драматические артисты, у кого не получалось в драме. Вот, думаю, сейчас у нас тут получится. Нет, они куклу в руки взяли, вот так на ширму ее положили, сами играют. А кукла-то мертвая лежит. Надо же куклы играть. Дети же, зрители, артисты же не видят это за ширмой, они видят куклу. Значит, кукла должна жить в руках актера. Вот это и есть сложность, трудность и уникальность нашей профессии, которую не все понимают, понимаете? Вот, она вот такова. Я уверен, что актер, хороший актер, кукловод, он будет замечательным драматическим артистом. Что по факту и бывает. Возьмем, к примеру, Гаркалин Валерий. Он же кукольный закончил у Образцова. Видите, какой замечательный актер. Зиновий Ефимович Герд, актер театра Образцова. Видите, а какой он артист в фильмах, как снимался. Актер-кукловод. Понимаете, что? Замечательно играл он в спектаклях, в кукольных, а в фильмах его уже все знают не как кукольника, а как драматического артиста, как артист театра и кино. Вот вам пример недалекий. Таких примеров много. Ну и я, наконец. Ну, я кукольник, актер-кукловод. Но, глядя на все телеспектакли, так скажем, которые в период пандемии выходили на ваших YouTube-каналах, Башкирский государственный театр кукол удивлял бесконечно, на самом деле. Там была возможность, я видела постановки, где прям потрясающие актерские работы, именно драматические. Очень много там постановок. Я же сейчас правильно говорю, Диана? Есть постановок, где в полный рост актеры в живом плане работают актеры из куклы, и сами выходят, и поют, и танцуют. В этом и уникальность театра кукол. И это не только в проекте «Сказка на ночь», который у нас появился на самоизоляции, но и во многих наших спектаклях также актеры участвуют и на сцене работают, и за ширмой. В этом уникальность профессии. Поэтому мы и движемся, наверное, вперед, и развивается и эта история, когда можно работать не только за ширмой, а выйти к зрителям. А вообще ощущения меняются же, наверное, у вас, как у актеров. Вот насколько актерски воспринимается это, когда вы выходите из-за ширмы и начинается непосредственный прямой контакт с детьми, со зрителями? Вот кто-то из артистов любит это, понимаете? А ведь вот я к чему и задаю, а кто-то ведь, наверное... А я вот не могу, я наоборот тушуюсь. Я себя чувствую прекрасно за ширмой, когда меня не видят. Когда меня не видят, а видят только мой инструмент, мою куклу, тогда я полностью растворяюсь в кукле. А когда я выхожу живьем, вот во мне до сих пор присутствует немножко вот чувство немножко замкнутости, стеснительности, понимаете? Ну, хотя... Когда разыграешься уже, забываешь про это, уже живешь предлагаемыми обстоятельствами, вот. Но я чувствую себя за ширмой, когда меня не видят. И я думаю, что все-таки театр кукол – это же такая, так сказать, вид искусства, где в основном должна быть кукла. Вот я-то поступал в театр, когда только ширмы, только куклы были видны, понимаете? И когда вдруг мелькнет там рука или случайно какая-то голова, там неаккуратно там актера какого-то, значит, который высунулся, иллюзия сказочности и волшебства теряется сразу. Ага, это же не кукла, о, там дяденька или тетенька, вот, о, я же видел руку там или ухо ее, там, понимаете что? Поэтому, ну, тут не знаю, как объяснить, но для меня, конечно, ценность в том, что актер-кукловод, которого не видно, которого видно только кукла и инструмент.
Хотя сейчас это разноплановый спектакль есть. Даже артист, когда живьем выходит, ну, куклу перед собой держит, это называется у нас планшетный кукла, он тоже должен так работать уникально, чтобы зритель на него внимание не обращал, а обращал внимание только на куклу. А когда артист начинает сам играть, как я говорил уже, а кукла мертвая, тогда, конечно, зритель смотрит на человека, а на куклу не смотрит. Вот это тоже уникальность профессии. Надо уметь себя туда воткнуть, в куклу, а не себя показать. Здравствуйте. И там давай куклы водить, понимаете? Нет, это очень сложно. Да я не спорю с вами. Нет, Я слушаю. Вот когда я поступил... Мне кажется, вы всю программу сегодня меня убеждаете. Когда я поступил, вот, я тогда еще не знал этих тонкостей, там мы вот нас обучали, Владимир Михайлович Штейн очень сильно уделял внимание кукловождению, очень сильно. Любой куклы любой системы должна четко работать. Это всегда он это уделял большое внимание. А вот в 1979 году здесь проходил фестиваль имени Бажова. Вот. И вот тут вот я еще сопливый студент, все и увидел. Я так подозреваю, что вот тогда, видимо, что-то вот во мне проснулось, как кукольнику. Была битва режиссеров, критиков, актеров. Вот ломка шла восприятие. У Владимира Михайловича Штейна был свой стиль. Он не отрицал ширму. У него были прекрасные ширмовые заширмные спектакли. Но он открытый, так называемый открытый живой план. Но там немножко были маски, он очень сильно использовал, лица закрыты, черный кабинет. Вот. Но как традиционные ширмы, он тоже не чурался, он ставил такие спектакли. Вот, они долго шли у нас в театре. Поэтому я видел это, как были просто жуткие баталии. Вот если бы сохранились, у нас долго хранилась эта записи всех этих обсуждений спектаклей. Но это была старая пленка, она высохла, и она просто рассыпалась, этот вот магнитный слой просто осыпался. Вот, может быть, кто-то записывал, там были, вот мне это долго рассказывать, а это можно было бы издать, и вот тогда вот как раз вот, как сказать, произошло разделение театра традиционного, старого и современного, живого. Вот когда Айрат Акрамович играл в божественной комедии «Ангелы» и потом «Дьявола», у него все равно лицо было закрыто, так что ему было легче. Вот он сам это и признавался, я помню, это еще когда мы беседовали. Потом он играл в «Прометее» Мустая Карима. Там тоже сначала выходили с открытыми лицами, потом капюшоны опускали, лицо закрыто. И шикарно Айрат Акрамович выдавал Гермеса, и шикарно Мошкина Галина Алексеевна, царство ей небесное. Они вот пару Гермес и, господи, это как звали? Ирида. Да, Ирида, смуты, дерзкая вот Виталий богиня. говорит про баталии, это фестиваль Уральской зоны как раз. Магнитогорский, Челябинский, Свердловский театр был, Тюменский, Курганский, Уфимский, да, знаменитая Уральская зона. Вот тут соревнование режиссеров и было, понимаете, потому что уже навяливали живой план вперемешку с куклами. Поэтому он говорит, баталии вот эти были, на чем остановиться. И с тех пор началось, что театр кукол — это синтетический театр, где важна и кукла, где важен и живой план, где совместно кукла живым планом и тому подобное. Вот эти вот, как лаборатории такие были, соревнования. Вот, понимаете, к сожалению, уже этого нету, этих режиссеров нету, и театры эти уже стали другими. И Советского Союза не стало уже, у нас другая страна по-другому называется. Так что все это в памяти осталось. А сейчас то, что есть, то вот и есть. А вообще-то, конечно, надо держать марку, быть театром. Это же вид искусства, и этот вид искусства надо держать, сохранять и поддерживать всегда. Спасибо вам огромное. Дай бог, пусть так и будет. Я вам хочу пожелать, чтобы эта магия никогда не разрушалась. Спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо. Мы прощаемся с нашими радиослушателями. Я напомню, что у нас в гостях были актеры Башкирского государственного театра кукол.